Строительство Тавриды изменило до неузнаваемости бывшую Бахчисарайскую трассу и жизнь сел, стоящих вдоль нее. Но более всех страдают жители села Приятные Свидания, которые не только терпят серьезные трудности, но и подвергают свою жизнь опасности. Здесь перерыли дорогу и тротуары, оставили людей без нормальной остановки и пешеходного перехода. Больше года местные жители, когда пытаются выехать из села или вернуться домой, играют с огнем и тонут в грязи. На самом деле ужасно обходить. Это вот просто до того, как поставили вот это ограждение, мы должны были идти по дороге. Просто вот день, никого ничего не волновало, мы должны были идти вот вдоль дороги по движущейся трассе. Тут одна грязь кругом была, тоже никого не волновало. Там сами прохожие просто ставили камушки на луже грязи, чтобы можно было дойти до остановки вот той же. Перейти дорогу невозможно. Все это на фоне вот этой жуткой грязи. После этих грузовых машин просто невозможно не ездить, не ходить, особенно если после дождя или после разморозки. Ничего, подумаешь, там походим месяца 2-3 по бездорожью. Все это проходит, зато будет хорошо. Опасно очень. Дети ходят, вот в школу ходят, сейчас хорошо, хоть школьный автобус до туда сделали, вот до конца села. Он туда подъезжает, утром забирает детей. А так очень сложно, честно говоря. Не знаю, когда это прекратится, когда это закончится вообще. Анау остановкаларын Ақметшке болсын, Бақсарай болсын, де яққа ауыстыралар. Енді көзі көрген, көрмеген яшылар olsun, балалар olsun, мектепке, больницаға қатынаймыз андамында машина чоғылығынан бүтін ерлер қазылды, нетті, ebet онда белі балабан іш yapılan. Gazını ауыстыралар, су борыларын ауыстыралар, ve ilahri o қиынлықларынан адамдар да қиналады. Алла көтермесін, енді бір өлі бір қауіпті нелер өлім-өлімді olmadı ма, ләкин мына енді электричка шықмаға пек ağır mesele. На этом участке трассы постоянно собираются пробки из-за большого количества машин и ведущихся дорожных работ. Из-за этого перейти дорогу тоже бывает достаточно сложно. Для людей оборудовали временную остановку и пешеходный переход, но чтобы добраться до дома, нужно идти вдоль оживленной трассы и преодолеть немало препятствий. Еще одна трудность – отсутствие всех благ цивилизации. Из-за строительства разрушили торговые объекты вдоль трассы. Во-первых, переломали все магазины, нет аптеки. Правда, магазинчики каким-то образом там открываются, там, здесь, но вот аптеки до сих пор нет. Каждый раз выезжать за лекарствами, это просто нереально. Дорожники обещали местным жителям, что в селе построят виадук – пешеходный переход над трассой. Общая готовность трассы Таврида составляет 85%. Ее планируют ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. А до этого Приятному Свиданию надо как-то пережить далеко неприятные проблемы.